Последний месяц в Ленском районе, как и по всей России, выдался очень напряженным. После объявленной президентом России мобилизации каждая семья потеряла покой. Жены, матери боятся, что их сыновья, мужья попадут в ряды мобилизованных. Конечно, каждая из них понимает, что мужчина должен защищать родину, чтобы их дети могли расти в мирной и здоровой стране. Но страх все же велик. Десятки семей Ленского района уже коснулась мобилизация. 150 ребят были направлены в военные части для подготовки к участию в специальной военной операции. Среди мобилизованных оказался и наш хорошо знакомый Дмитрий Гузов, специалист по работе с молодежью городского управления культуры. Молодой человек с радостью поделился с нашей съемочной группой своим настроением и рассказал, что намерен в местах прохождения подготовки научиться новым навыкам, которые после службы в армии немного устарели. Настроение хорошее. Вот, несмотря на то, что жена грустная стоит, надо ехать, надо. И поэтому поехали. Что смог, сам себя упаковал, грубо говоря. Надеюсь, государство не бросит, все равно все, что необходимое дадут. И больше всего, надеюсь, подучат маленечко, потому что сам 13 лет назад пришел с армии, что-то подзабыл, и время меняется, и все меняется. Позитивный боевой настрой присутствовал у всех ребят, которые отправлялись на воинскую службу. Горько было только родным, которые пришли проводить своих мужей и сыновей в места проведения специальной военной операции. Минуты прощания были сложными. Провожать ребят приехал и заместитель главы района Прокопий Петров. Он произнес напутственные слова и пообещал, что все то время, что будут отсутствовать мужчины, и их семьям будет оказываться любого рода поддержка. Перед нами стоят наши сыны, отцы, которые в сегодняшнее трудное время едут защищать нашу Родину. Мы очень вами гордимся. Горжусь вашими матерями, отцами и матерями, которые воспитали вас правильно. В ваших лицах я вижу патриотизм, дух. Самое главное, желаю вам непоколебимого мужества, стойкости и победы. И самое главное, вернуться всем домой живыми и здоровыми. Буквально вчера главой муниципального образования Ленский район Жумартом Джацлыковичем принято решение, в котором говорится, семьям мобилизованных еще дополнительно будет помощь в размере 50 тысяч рублей. Сегодня у нас трудные времена, при которых мы все должны быть патриотичными. Вместе мы сила. Россия – это сильная держава. И я думаю, победа обязательно будет за нами. Священник отец Анатолий прочитал молитву за ребят, окропил их святой водой и раздал православные крестики. Также в своих словах настоятель храма призвал ребят быть терпеливыми и стараться выносить все трудности. В этот день для новобранцев прозвучало очень много слов поддержки. Следующая отправка состоялась несколькими днями позже. Мобилизованы в этот раз были 11 молодых людей. Среди них несколько ребят из Наслегов, часть из города. Традиционно провожали их представители районной администрации и, конечно, настоятель храма. Есть люди, которые не прячутся за спинами других людей. Вы молодцы, что не делали все справки про липовые грыжи, не придумывались какие-то брони, не убегали в Казахстан или другие страны, потому что есть на самом деле мужики, которые своими спинами прикрывают всю страну. Это вы как раз относитесь к категории этих настоящих мужчин. Слово «мужчина» – это слово «мужественный». А подлинное мужество, как Александр III говорил, это терпение в опасности. Наш народ всегда отличался терпением, терпеливостью и братским отношением друг к другу. Я желаю, чтобы вы там именно так себя и вели. Я желаю, чтобы Господь вас берег во всех сложных обстоятельствах, в которых вы можете оказаться. Ленский район, его власти и общественность не остаются в стороне происходящих событий. Стараются поддерживать семьи мобилизованных и их самих. Так, в Ленском храме создали волонтерскую группу для сбора необходимых вещей и денежных средств для раненых бойцов. Сегодня в храм ленчане несут электрические чайники, лекарства, тапочки, спортивные костюмы, предметы личной гигиены и очень необходимые одеяла и пледы. Их, по словам организатора сбора Анатолия Астафьева, сегодня очень не хватает в госпиталях Севастополя. У нас периодически возникает какая-то потребность, что-то нам сообщают. Масса мелочей, в которых они нуждаются, которые, в принципе, предусмотреть невозможно. Допустим, там полы каменные, тапочки нужны всем, желательно резиновые, потому что тканевые не скользят. Мы взяли там партию, несколько коробок тапочек закупили. За 2 недели организаторы собрали уже более 30 коробок необходимых вещей. Эта партия будет отправлена уже 5-й. За 2 недели мы уже отправили на сегодняшний день на 196 тысяч. Эта сумма, не очень, конечно, большая, но и немалая. На сегодняшний день у нас отправлено уже в госпитале Севастополя 5 посылок. Мы оплачиваем и транспортные расходы, то есть они получают сразу же груз без всяких
дополнительных расходов с их стороны. К месту назначения уже на подходе футболки, трико, обувь, одноразовые пеленки и байковые одеяла. Ленчане очень активно участвуют в сборе, несут новые вещи, помогают деньгами. Дети пишут письма, женщины вяжут носки. Самовязки, то есть как традиция наших женщин, наших матерей в Великую Отечественную войну вязать носки. Вот, пожалуйста, вот одна из женщин наших связала вот такие носки с любовью, такие домовязки. Как нам объяснил Анатолий Астафьев, прежде чем начать сбор вещей, были найдены люди на местах проведения специальной операции, которые рассказали, в чем нуждаются сегодня солдаты в госпиталях. С ними и поддерживают связь наши волонтеры. Эти люди непосредственно сами доставляют помощь тем, кто в этой помощи нуждается. В данный момент мы работаем с севастопольскими госпиталями. Мы туда все отправляем, а уже девочки там доводят, собственно, до самих больных, до этих отделений, где лежат наши ребята тяжело раненые. Сбор вещей будет осуществляться весь период, пока продолжается военная операция. Желающие могут приносить все необходимое в храм святителя Иннокентия с 9 утра до 6 часов вечера. Глава района Жумарт Абельманов провел встречу с родственниками мобилизованных ленчан. Встреча состоялась в формате «Вопрос-ответ». Она проходила с участием представителей социальной защиты и заместителей главы. Они рассказали родственникам о мерах поддержки, предоставляемых на республиканском и районном уровнях. Менге Булдан с семьей приехала в Ленск 2 месяца назад на постоянное место жительства. Супруги сняли квартиру, сразу же взяли кредит на улучшение жилищных условий, так как муж девушки нашел хорошо оплачиваемую работу. Все получилось, как планировали, но счастье омрачила мобилизация. Мы сделали прописку тут, и ему с военкомата позвонили, сказали встать в учет. Он встал в учет, ему сразу повестку дали. Вот вечером уезжаешь, и все. Он тут проработал даже месяц, не хватило полмесяца, может, проработал. С полуторагодовалым ребенком на руках и кредитом Менге осталась одна в чужом городе. Узнав о встрече с главой района, девушка решила прийти и попросить помощи. Жумарт Абельманов пообещал девушке, что ребенок будет устроен в детский сад, а также уже сегодня будет решен вопрос с банком, выдавшим заем семье. Сейчас приемную доставите данные, завтра вопрос отработаю, и вам дам ответ. Я думаю, что это неправильно, по большому счету. В процессе встречи глава района рассказал о мерах поддержки, которые сегодня оказываются семьям мобилизованных. Это единовременная выплата из республиканского бюджета в размере 200 тысяч рублей и 50 тысяч рублей из бюджета Ленского района. Начальник социальной защиты рассказал и о других мерах поддержки семьям мобилизованных. Мобилизованному гражданину ему полагается повышенная стипендия. Санаторно-курортное лечение раз в 3 года будет полагаться родителям военнослужащих. Также на встрече была отмечена и гуманитарная помощь, которую сегодня район оказывает самим мобилизованным. Это и обмундирование, лекарственные препараты и продукты питания. То, что касается всего остального, конечно, это правда. Когда ребята уже будут на месте дислокации, мы с ними связь поддерживаем, определимся, и тогда уже, если с одной поезда, все администрация, ребята, мы то, что необходимо, то, что нашего одного будет закупим, и ребятам доведем. В ходе встречи родственники задавали и личные вопросы. В их решении глава пообещал принять непосредственное участие. Жумарт Абельманов уверил семьи мобилизованных, что встречи будут регулярными. Очередная запланирована уже на эту субботу. С 26 октября в Ленске начал работать информационный центр, в который можно обратиться по вопросам мобилизации. Также организован прием членов семьи военнослужащих. Информационный центр работает на базе Комитета по молодежной и семейной политике. Туда члены семей военнослужащих могут обратиться как для решения общих вопросов, так и для личных. Работа центра будет вестись в постоянном контакте с главой района и поселений. Не остаются в стороне от сложившейся ситуации и дети. Ученики нескольких школ города написали письма солдатам, попавшим в места проведения специальной операции, и тем, кто сейчас находится в госпиталях с ранениями. В них дети рассказывают о себе, выражают благодарность бойцам и по-детски от души поддерживают наших защитников. Вот наши детки написали письма. Позвольте, я прочитаю одно письмо. Вот такое вот. «Пусть ангел-хранитель будет рядом. Храни тебя Бог». Открываем, читаем. «Здравствуй, герой. Меня зовут Бабкова Соня. Я живу в далекой Якутии, в городе Ленске. Я не знаю твоего имени, но ты тот человек, который защищает свою родину, нас. Храни тебя Бог. Тебя ждут дома». Вот такие вот очень искренние письма от детей. Вкладываем в каждую в коробочку. И все это, конечно, поддержит боевой дух наших воинов. А вот ученики 3-й городской школы собрали для мобилизованных жителей республики посылки внушительных размеров, куда они положили все то, что, по их мнению, может пригодиться защитникам в местах несения службы.
Ребята приносят, смотря кто что. Медикаментов очень много одежды мы собрали, вот несколько огромных коробок стоят, всякие разные предметы гигиены, очень много еды, сладостей и круп, которые не испортятся. По инициативе главы города была создана рабочая группа по оказанию помощи мобилизованным и их семьям. Также сформирован благотворительный фонд. На его счете, благодаря неравнодушным жителям, накопилось уже более 750 тысяч рублей. На часть собранных средств городской администрации было закуплено тактическое снаряжение, наколенники, налокотники, жгуты, теплые вещи и продукты. Все они предназначены для ребят, проходящих подготовку в городе Уссурийск. Хотелось бы выразить огромную благодарность вам, дорогие жители города Ленска, нам, мобилизованным, которые в данный момент находятся здесь, в городе Уссурийске, на завершающем этапе нашего обучения. Такие же посылки получили и мобилизованные ребята, находящиеся в Хабаровске. Часть средств фонда планируется направить на выплату пособий для семей мобилизованных. Еще одна мера поддержки – это субсидия на газификацию дома в размере 150 тысяч рублей семьям военнослужащих. Она будет выдаваться вне зависимости от уровня дохода. Сегодня для родственников мобилизованных создано огромное количество мер поддержки, не только российских, но и республиканских и районных. Работа в этом направлении продолжается и дальше. Все это, конечно, делается для того, чтобы облегчить жизнь семей военнослужащих, пока их мужья находятся в местах проведения специальной военной операции, защищают родину, чтобы в дальнейшем их дети могли жить в мирной стране.